последнее время в Кыргызстане активизировались так называемые НПО и политики западного направления, сторонники западной культуры. Они под лозунгами права человека и демократии сначала пускают глубоко свои корни, а затем начинают открыто поддерживать интересы тех стран, откуда получают многомиллионные доллары. Они начинают навязывать свою политику, учить нас уму-разуму. И их цель уничтожить нас как нацию. И наши традиции, которые строились на протяжении многих веков. Они готовы на все, чтобы оправдать поступающие из-за границы деньги. Под призывами прав человека они вводят в заблуждение граждан и разрушают семьи. Однополые отношения для них норма. Поэтому они пропагандируют это. И стремятся здесь, в Кыргызстане, легализовать однополые браки. А педофилию в Западе считают всего лишь сексуальной ориентацией. Страшнее всего то, что они узаконили продажу младенцев. Представляешь, в Бельгии прошла ярмарка детей. Именно ярмарка. Я не случайно подобрала это слово, ведь на ней совершенно легально можно было оформить договор на куплю-продажу младенцев. Это ярмарка для однополых пар. Ужас. Другого здесь сказать, наверное, нельзя. Уважаемые соотечественники, если им удастся сделать то, что задумали, то нас тоже ждут вышесказанные беды. Итак, давайте знать врагов кыргызского народа в лицо, которые пытаются принести сюда, в Кыргызстан, дьявольскую культуру Запада и аморальный образ жизни. Роза Атунбаева, экс-президент Кыргызской республики, запомнилась тем, что назвала выставку голых женщин высоким искусством. В последнее время активно участвует в митингах в поддержку феминисток. Равшан Джейнбеков, политик, бывший депутат, собственник телеканала Next TV, известен обществу как один из организаторов гей-парада, прошедшего в Бишкеке. Клара Саранкулова, председатель партии «Реформа». Всем известно, что партия «Реформа» была переформатирована из движения «Реакция», которое являлось проектом США. Большинство членов этой партии – молодые люди нетрадиционной ориентации. Динара Ашурахунова, эксперт и активист коалиции за демократию и гражданское общество. Феминистка до мозга костей и ярая защитница секс-меньшинств. В основном к себе на работу набирает к себе же подобных. Помните этих трансвеститов? Я такая работница. Они и были работниками этого фонда, который руководит Динара Ашурахунова. Журналисты Али Токтакунов и Болот Тимиров, первый широкой публике известен расследованиями по Матраимову. Он неоднократно вел передачи и делал телерепортажи, пропагандируя ЛГБТ. Достор, биз бүгүн сексуалдык ориентациясы өзгөчө адамдар тууралуу сөз кылабыз. Алардын укуктары корголуш керекпи же башкачабы? Ушул суроо талкууга салынат. Активист Улан Усейн участвует практически во всех митингах. Можно сказать, что этим и зарабатывает. Выступает в телевидениях, защищая представителей ЛГБТ. Жолусу гей деп атасы да, ЛГБТ өкүлдөрү деп атасы. Ал эмне өзү каалоосу менен болуп калыптыр. Ошол суроого жооп берип коюңузчу. Кроме этого, существуют средства массовой информации, получающие огромные деньги из-за океана, что позволяют вышеуказанным лицам воспользоваться ими полноценно. Такие как Азаттык, Клоак Медиа, Кактус Медиа, Next TV, 24KG и так далее. Некоторые руководители этих СМИ сами являются представителями ЛГБТ. Все эти прозападные СМИ находятся под прямым руководством своих хозяев, которые используют их для своих целей. А цели у них раскачать страну, развратить молодежь, дискриминировать наши традиции и национальные ценности, и вообще уничтожить нас как нацию. Уважаемые шпионы, спецагенты и слуги сатаны, прочь руки от Кыргызстана!